просто работать. Отпустить крестьян по закону и работать. Все. Почему им было западло работать? Смотрите, я думаю, что насчет Бенкендорфа, вот я точно повторяю, надо смотреть. Он когда общался с ними, ну, во-первых, Бенкендорф, как ему полагается, по должности был человек хитрый. Отпустить всех своих крестьян из высокопоставленных. Первая отпустила Елена Павловна, жена Михаила, брата царя, но это было уже лет через 15. Из вот этих 160 помещиков Бенкендорфа там не было. Может быть, он кого-то и отпустил, но точно не всех. Значит, он точно в этом списке. Он есть в интернете, да, даже вот 160 помещиков, кто самые более-менее известные, но там не было Бенкендорфа. Но, конечно, он мог отпустить какую-то часть, чтобы как раз быть на этой волне. По поводу работы. Значит, вот смотрите. Опять-таки, вот эти гвардейцы, да, которые выиграли Наполеона, да, которые почувствовали славу, подвиги, они возвращаются сюда. Что значит работать для, например, гвардейского офицера? Это значит день службы. Как работают вот гвардейцы гусары? Следующий день отдыха. Они просыпаются поздно, наверное, идут, так сказать, в бордель, дальше в ресторан, в театр, карты. Следующий день службы и так далее. Вот это работа. Но для кого-то вот такая монотонность, да, за минусом, кто-то, может, не ходит в обозначенное заведение и так далее, она очень монотонна. Надо понимать их состояние. Дальше. Их это немножко не устраивает. Это люди, которые нацелены на подвиг. Дальше. Чтобы хотя бы получать раз в 3 года повышение, которое полагалось раз в 3 года, или по статской службе, или по военной следующий чин, они не должны делать были за эти 3 года никаких дерзостей, никакого хулиганства. Вы можете себе представить гвардейца, вот этого человека, который наспорт делает, чтобы он за 3 года не сделал ни одной дерзости. Потому что когда приходит время, смотрит, а на него есть, а он тут голым на коне проехал по Невскому проспекту, а здесь он разбил, не будем. То есть они на самом деле вот оказались в такой ситуации, когда это проблема самореализации. Да? То есть, да, можно вот что-то это делать, но, во-первых, им стало это не очень интересно, да, вот когда вот эта монотонность, некоторым из них, да, а во-вторых, в общем, не так-то просто было получать следующие чины. Для этого надо было то, что мы сегодня называем хорошо себя вести и быть лояльным к тем, от кого это зависит. Вот это тоже была проблема, я повторяю, Александр I вот это немножко не почувствовал. Это нигде, скажем, может быть, это не написано, но это надо просто было чувствовать по тому, как себя вели самые пассионарные люди, например, гвардии. Гвардии было 50 тысяч человек. Это очень большая группа. Это только в Петербурге. 50 тысяч человек. И они примерно так себя вели, опираясь вот на вот эту элиту, в которую в том числе входили Илонины и так далее. Это, нам кажется, это небольшой проблем, а она в итоге вылилась вот в это. Их просто распирало от того, что у них им нечего. От этого Лунин и подает прошение: отправьте меня в любую иностранную армию, где воюют. В разведку 50 тысяч человек вы не отправите, потому что, во-первых, в разведке, да, человек не должен быть пламенным и эмоциональным. Разведка — это люди, которые умеют быть незаметными. А как это Лунин будет незаметным? Да? Как он может быть незаметным? Вот, это действительно, да, разведка работа. Это проблема, и ее надо просто прочувствовать. Может быть, надо было царю там отправить туда-сюда, но гвардию отправлять из столицы, это означало, он боялся, да? Гвардия должна быть в столице, она должна охранять прежде всего власти царя, да, вот. И не отправить их, не развести по всей стране и так далее. Вот, я думаю, это связано именно с гвардией, оттуда, да, потому что 90% они были гвардейцами из вот этих 150. Или в путешествие. Путешествовать, я думаю, им не очень не хотелось путешествовать. Им хотелось все-таки чего-то другого. Это Пушкину хотелось путешествовать, Грибоедову, да. Но они не были гвардейцами, хотя он был гусар, был, так сказать, на такой ранней стадии Грибоедов. Я думаю, вот от этого идите работать, понимаете, это мы сегодня, действительно, у нас есть возможности, да, хочешь будь айтишником, хочешь там менеджером, бизнесом. Тогда дворяне не занимались бизнесом, это было и непривычно, и не очень почетно. Они не становились судьями. Иван Пущин, друг Пушкина, первым стал судьей, потому что он, наоборот, говорил, что посмотрите, надо это делать. Они вот что, это гвардейская служба,
или в усадьбу ехать. Вот что чем Жирный занимался. Но в усадьбу не хотелось, а с гвардейской службой вот такие действительно проблемы. То есть это накапливалось, и вот здесь это все вылилось вот в эту ситуацию. Плюс, конечно, ситуация с передачей власти от Константина к Николаю. Наверное, если бы Константин принял власть, ничего бы этого не произошло. Потому что в основном к Константину относились очень хорошо. Генерал Ермолов просто его любил. Да? То есть это был его любимый человек в верхнем эшелоне царской власти Константин. Но вот он был в Польше, да, он такой очень непростой, я бы сказал, сложный человек, и, по-моему, даже женился официально на незнатной, то есть он, и не хотел. И если под этим не было другой какой-то подоплеки, тоже о которой мы не очень знаем, то вот ситуация была такая. То есть я думаю, что спровоцировал, конечно, Константин Павлович всю эту ситуацию. То есть если бы это все было четко по закону, то, повторяю, против Константина бы гвардия не поднялась, даже в таком небольшом составе. Да нет, они в 26-м мы поднялись. Надо сложно сказать, как бы себя повел Пестель, если бы на троне был Константин Павлович. Мы можем, с своей точки зрения, стал бы он продвигать армию, и стала бы армия его слушаться в этой ситуации, и так далее. При всех недостатках Константина Павловича, он же был шефом кавалергардов, да, и об этом все знают. То есть это был не Александр, который от всего отстранился, а он был вместе с офицером. Захватить там кого-нибудь. Да. И второй еще момент, давайте я скажу, на самом деле, вот еще такой момент, что вы же понимаете, что это была далеко не первая попытка государственного переворота в России, что весь 18 век государственная власть перехватывалась абсолютно беззаконно, да, кроме Павла I практически, который, собственно, имел право и так далее. То есть она вся делалась по-тихому. Другое дело, что она делалась удачно. То есть победители не судят раз, и потом не было столько крови. Кроме Петра III, который от коликов неожиданно покинул этот мир и так далее. То есть это были единичные, так сказать, люди, ушедшие во время переворота. Здесь же, вы же понимаете, у нас очень разные цифры во время восстания. От 80 до 1200 человек. Вот такой диапазон, и мы точно не знаем, сколько было убито с той и с другой стороны, но в основном со стороны тех, кто стоял в горы вокруг памятника 14 декабря. Но даже если это там 80-100 человек, это не один, да, это 100 человек, да, это очень серьезно. Это немножко другое, но по сути закон нарушался в 18 веке постоянно. Да, переворот это. И то, что Пушкин «Годе вольность» написал, да, под сень закона, то есть вот это его раздражало, и это он очень любил. И поэтому Пушкин очень любил Екатерину II, несмотря на то, что она была прогрессивная, хотя тоже неоднородная. Да. Он ее любил? Не любил. Он всячески старался где-то подколоть, где только совсем можно. Незаконные, вот абсолютно незаконные. Ну да, у Пушкина, и при том Пушкины-то и пострадали, да, то есть род Пушкиных, он был немножко странным, потому что род Пушкина был за Петра III. И поэтому Александр Сергеевич, вот где мог, ее пытался как-то вот так вот что-то о ней так написать. Тем не менее, в «Капитанской дочке», если это она в конце произведения, когда он, в общем, о ней хорошо написал, что она, так сказать, как бы разрулила справедливость. То есть это в конце своей жизни он все-таки больше на нее, как бы мы сказали, не наезжал. Ну, вот же Александр сначала ругал, да, а потом, да, то есть он взял, абсолютно, да. Взрослел человек. Взрослел, да, он стал мудрым, спокойным, посмотрел на это другим взглядом. Этого с нашей точки зрения, конечно, вот этим декабристам не хватало. Посмотреть на ситуацию не, а мы это можем, да, когда мы молодые, посмотреть на жизнь не молодым взглядом, а взглядом нас же через 20 лет. Ну, это редкий человек так может делать. Да. В основном, если ты молодой, в тебе, так сказать, и энергия, и гормоны, все что угодно, и тебе что-то хочется, и ты даже не подозреваешь, к чему приведут твои действия. Ты не можешь, как правило, одновременно быть и молодым, и очень мудрым через 20 лет. Это редкий случай. Надо было пропиарить. Вообще любой же оппозиционер, если он станет властью, он же тоже окажется в другой ситуации. Да. И будет потом сталкиваться с другим оппозиционером. Да, и очень интересно, я тоже буду об этом писать в этой книге о 18 веке, например, Вяземский, да, который был либералом, да, и Пушкина он ругал за то, что он ходит, обедает с Булгарином, а потом он
стал консерватором, он был начальником всей цензуры. Да? То есть он вот не воспринимал декабристов, которые вышли из ссылки и что-то хотели, как можно так не понять ситуацию. Абсолютно поменялся на 180%. И тоже мы не можем осуждать, то есть люди разные, и мы по-разному меняемся в течение жизни. Кто-то остается на тех же позициях, да, а кто-то меняется кардинально. Это следствие, я думаю, и физиологии, и ситуации, и всего-всего-всего. Это не только то, что конъюнктура. Да, это очень интересно. Я там привожу еще другие уникальные ситуации, когда человек меняется абсолютно радикально вдруг. Да, вот он только что убивал шефа жандармов в Петербурге, и вдруг он стал монархистом. Да, вот что-то с ним происходит. Вот какое-то, не знаю, видение, удары и так далее. Это далеко не единичный случай, это интересно рассматривать жизнь тех людей, которые вот так вот резко-резко меняются. Если больше нет вопросов, большое вам спасибо. Спасибо.